Продолжая нашу программу, хотелось бы поговорить в это утро о оползневой ситуации в нашей стране. Кстати, она не совсем утешительна. Недавно в прессе появилась новость о том, что только в Кишиневе существует 62 зоны, подверженные риску оползни. При этом предупредительные мероприятия не проводились уже более 40 лет. Помимо Кишинева, помимо столицы, еще по всей республике существуют такие зоны, когда практически каждый год под землю уходят дома, детсады и школы. С этим вопросом мы хотели обратиться к специалисту, человеку, который написал огромное количество научных работ по оползням, вообще по геологическим темам нашей страны. Это инженер, доктор геологических наук, профессор технического университета Семен Семенович Орлов. Доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать на программу. Итак, Семен Семенович, как вы могли бы прокомментировать данную новость? Настолько же ли вообще плачевная ситуация является в нашей стране, что касаемо оползней? Все ли так плохо? Здесь întrec ultimul timp nimeni nu se interesează de așa ceva. Dacă, zicem așa, în timpul sovietic, cu asta se ocupa Comitetul de Construcție, cerea totdeauna date și vroiau sau nu vroiau, specialiștii trebuie să se ocupe cu asta. Ultimul timp, de când s-a schimbat situația, nimeni nu se interesează. Că de obicei ar trebui să ne ocupe cu asta Ministerul de Construcții. Nimeni nimic nu fac. Eu am avut cazul când m-am adresat iar la viceministru cu o întrebare, nu mi-a răspuns. Și am scris, iar nu mi-a răspuns nimic. Și desigur, e o problemă care nimeni nu poate să o prevină, fiindcă nu sunt cunoscute. Dar de obicei ar trebui, când să alegem un teren de construcții, primul rând ar trebui să fie cercetat și de apreciat dacă e periculos sau nu. Dacă e periculos, atunci trebuie la bun început de format niște lucrări de stabilizare, de întărire și pe urmă de construit. Asta desigur nu se face și atunci avem probleme. Если говорить о причинах такой ситуации, Семен Семенович, насколько это зависит от природы, а насколько от деятельности человека? Конечно, от природы тоже зависит. У нас территория Молдавии сложена песчано-глинистыми отложениями. При увлажнении они начинают смещаться, ползти. Да, если склоны крутые, значит, под влиянием собственного веса те массивы земли пытаются занимать более устойчивое положение. Начинается оползень. Получается, это, просто говоря, такая у нас ситуация в нашей стране. Это природа заложена изначально. Такой природный. Но если заранее предусмотреть, можно эти земли, которые пытаются смещаться, мы можем их смещать сами. Приготовить территорию, и тогда не будет оползня. Но этого, к сожалению, не делают. Много случаев, когда я даже вот вчера ездил на одном участке, в Дурлештах, выделили участок по строительству. Там оползень, причем вот такие бугры. Человек говорит, из примарии сказали, что можно строить. Нельзя там строить. Понимаете? И кто там в примарии занимается этим, непонятно. Люди просто, похоже, неграмотные. То есть заведомо понятно, что эта территория непригодна. Давайте мы проясним тот момент. Вот если все-таки выдается какой-то участок, застройщику необходимо провести какие-то работы. Да? Что это за работы и куда ему вообще обращаться? Есть ли у нас специалисты, которые занимаются этими работами? Ну, для начала надо нивелировать этот склон, срезать все, что лишнее, а потом строятся удерживающие сооружения, подпорные стены. Они очень дорогие. И тогда, значит, рассчитывать, сколько нужно, какие, и тогда можно строить. Но я повторяю, что это очень дорого. И не всегда дают положительный результат. Получается, проще отказаться просто и не застраивать. Проще отказаться, конечно. Тем более, что там на самом деле очень опасно. Я там был, меня приглашали еще года 2 назад, там я тогда отказался. И сейчас приехал, слушайте, я-то знаю территорию, нельзя. Ну, говорит, из примарии сказали, они включили в территориях, которые подлежат строительству. Кто мог Я вернусь к предыдущему вопросу, но у нас службы существуют вообще в республике, которые проверяют эти земли и дают разрешение, помимо примарии. Примария же не является службой, которая занимается исследованием земли и почвы. Не знаю, пока я не знаю. Значит, это должны делать те, что выполняют изыскания. Но сейчас, к сожалению, у нас специалисты, которые были у нас хорошие специалисты, многие уехали, многие ушли на пенсии.
и практически некому работать. Сейчас появились новые ребята, но они пока, нет практики, нет. И, конечно, это очень сложно. Хотя проблема актуальна. Очень. Все мы помним хорошо, наверное, один из самых таких недавних, сравнительно недавних событий, которое произошло еще в конце 90-х годов прошлого века, грубо говоря, в Леушенах, да, когда большое количество домов, более 350 домов было снесено оползнями. Какие на данный момент сегодня в республике существуют опасные зоны, по вашему мнению? Какие районы страны особо опасны? Дело в том, что Леушены было известно, что сползет. Там рядом у них есть фабрика, винная фабрика, винзавод. И там у них, начал на них ползти. Они обратились, мы выполнили исследование, разработали мероприятия, выполнили, хотя не очень качественно, но остановились. Оползни не было. И тут, тогда же я написал, что под угрозой само село. Никто на это, конечно, обратил внимание. Просто еще раз проигнорировали ваше замечание. Когда начало ползти, то поднялся скандал. И спрашивают, а как же завод стоит, там же более опасно. Ну, те говорят, а у нас вот Политехнический институт разработал мероприятие, мы выполнили и стоит. А почему же там не выполнили? Значит, и еще. Дело в том, что люди тоже относятся к этому очень легкомысленно. Значит, когда сползло там та часть Леушен, значит, на краю этого оползня, были дома, и там появляется вода, течет по всему. Надо регулировать. Они собрались все у примарии, и ждут, чтобы пришел примар, дал им новые участки для строительства. Хотя у них не разрушаются, дома стоят, течет вода, надо убрать воду. Они ничего. Значит, меня пригласили поехать туда. Я говорю, слушайте, что вы тут стоите? Мы ждем примаря, когда... Я говорю, у вас же вода, лужа во дворе, почему не выпускаете воду? В общем, вот такое. То есть это еще и наша безответственность. Ужасно. Люди как-то не понимают и не хотят выполнять. В беседе с кадром как-то сказали, что еще 40 лет назад немножко по-другому развивались события. Мы не будем уходить в прошлые годы, но тем не менее, как должно развиваться сегодня все, чтобы, по крайней мере, выйти на прошлый уровень? Ведь в прошлые годы государство обращало на это внимание, были специальные институты и люди, которые этим занимались. Для начала, даже в нашей лаборатории, мы разработали тогда карту оползня Молдавии. Значит, надо было этим руководствоваться. Но никто не обращал на это внимания. Был такой случай. Значит, Клишево есть, Аргеевский район. Значит, мы выполнили работы, дали там участки, где могут быть оползни. Сказали, что там строить нельзя, надо сначала выполнять работу, а потом, пожалуйста. Они, конечно, ничего не выполнили. На краю они что-то сделали, посадили лес, там стояли. А тут и начали строить. Было такое время, когда строили административный центр, все благоустроили. Хорошую школу построили, там, в общем, очень красивый центр. И кончили только строить, и начался оползень. Все сползло, ушло. Хотя это было известно. И началось, мы этого не знали. Тут пригласили даже тогда комиссию из Москвы. Там приехал профессор из МГУ, который, я его хорошо знаю, он меня тоже. И он мне звонит. Говорит, Семен Семенович, у вас есть какие-то материалы по Клишеву? Я говорю, есть. Целый отчет. Заблаговременно было известно об этом. Можете мне дать на один вечер? Да, дал. И он пишет, что все известно, значит, виноваты проектировщики и строители. Они не должны туда лезть. Надо было сначала выполнять. Там были неприятности, кое-кого сняли с работы. Ясно. Разрушено было 250 домов за одну ночь. 250 домов за одну ночь. Хотя это можно было предпринять, потому что было известно. Конечно. Семен Семенович, мы буквально несколько мгновений прервемся. У нас сейчас прогноз погоды, после которого мы вернемся к нашей теме. Будем обсуждать, какая ситуация у нас в столице в первую очередь, потому что сегодня большое количество детсадов, больших высокоэтажных зданий строятся в столице и, кстати, на опасных участках. Друзья, несколько мгновений назад мы выяснили, что наша страна все-таки страдает проблемой оползней. Это большое количество участков, которые расположены по всей республике, в том числе и в нашей столице. Продолжаем беседу с нашим гостем. Да, конечно же, в гостях у нас инженер, доктор геологических наук, профессор технического университета Семен Семенович Орлов. Продолжаем, тем более за кадром успели выяснить, что помимо того случая, о котором мы говорили, когда 350 домов в Леушенах было снесено, были другие случаи. Да, много было. Значит, на пруте село Макарешт есть, и рядом небольшое село Елизаветовка. Они практически соединились. Произошел оползень.
Причем так, наш берег высокий, а на стороне румын там низкий. Пойма идет и ровное такое место, и у них дамба не очень сильная. В то время техники у них не было. И вот оползень этот, значит, очень глубокий, порядка 40 метров шли смещения. Значит, под давлением вот этой массы поднялся дно прута, перекрыл пруд. И пруд, значит, разрушил эту дамбу и пошел на Румынию. Тогда даже я потом разговаривал с специалистами было, но они такие, значит, в виде шутки, говорят, когда началось это все, значит, доложили Чаушеску. И он говорит, а что там такое? Да вот, говорит, прорвалась дамба, и, значит, река Наступает, да? наступает вглубь страны. Он говорит, что это? Говорит, это река Прут. Какая река Прут? Говорит, начал матюкаться. Это же граница. Это граница страны. Вы понимаете, что это значит? Значит, перемещается страница. И началось. В общем, затопило 2 села тогда. В общем. Глобальное именно было. Да, плавали крыши, там соломенные крыши были, плавали на... И еще на Днестре, ниже Вадулы воды, Миклеушаны, как там село, значит, там виноваты люди. Значит, из Днестра стали добывать гравий и песок. Черпали, вытаскивали и подрезали основание склона. И начался оползень. Значит, пол села сползло, причем очень быстро тоже происходило. И тоже в Днестре начало подниматься дно, потому что масса, которая туда опускалась, очень большая. И стоял вопрос, что может быть наводнение. На той стороне дамба не очень высокая, не очень прочная. И потом я позже разговаривал с один бывший военный майор. Они, говорят, стояли на той стороне, была там артиллерийская часть. Говорят, мы получили команду готовиться стрелять. Куда стрелять? По оползню. Как это предотвратить, эту ситуацию? Разрушить это все, потому что Днестр перекрывался. Говорят, ну, Днестр быстро размыло. Если там. говорить о сегодняшнем дне в столице, вот какие есть участки, о которых, может быть, знают, но пока не предпринимают никаких мер? Столица – это Валя-Морилор. Там, когда смотрим туда лицом, левый склон весь оползневой. Там ползло. Что я сам заметил, что весь левая сторона Валимора практически застроена частными домами сейчас. Да. Это, получается, ползневая зона. Да. И, кстати, когда начали строить, я поднял вопрос, обратился в Министерство строительства, там инспекторат, говорю, что вы делаете? Проверяете, потому что рано или поздно разрушится, придется потом им давать, оказывать помощь. Это из моего кармана. Так что, ну, они говорят, там один говорит, значит, там нельзя к ним зайти. Они построили такие заборы, и внутри такие собаки, когда не зайдешь. Вот так. Но это, а туда дальше там ползло, там был овраг, и с этого оврага ползло к озеру. Помимо Вали Морилор, какие еще участки? Вам знакомы еще какие-то, но особенно опасные? Насколько я слышал, еще Валя Трандафилова тоже, вот, долина Рос, тоже довольно опасный участок считается. Ну, там я бы не сказал, что так опасно. Нет. Ну, Валя Морилор это такой самый известный, вот, да? Петриканы со стороны университета, аграрного университета, тот склон полз, даже когда начали только строить, уже полз. И сейчас, по-моему, тоже не остановился, хотя выполнили там работы, дорогие работы. Дело в том, что в таких случаях выполняют, удерживают сооружения из буро-набивных свай. Это бурят глубокие в трубах, туда ставят арматуру, потом закрывают. Фундамент устраивают, да? Это не фундамент, просто... И, значит, выполнили один ряд, а там вдоль этого, значит, длина порядка 500 метров. А эти сваи ложат 50 сантиметров друг от друга. 1 метр такой сваи стоит тогда 200 рублей. А сваи там порядка 19-20 метров глубиной. Значит, там вот несколько сот этих свай. Понимаете, какая сумма? Ну и в конце концов не кончили строить. И тут провалились 2 такие сваи и начали ползти. Ну, тут вмешалась прокуратура, всегда обычно. Значит, меня пригласили, в чем дело. Давайте проверим. Значит, прокуратура предполагала, что строители использовали цемент и металл в других целях. Ну, что делать? Теперь так говорить нельзя. Надо вытащить 1 или 2 сваи, посмотрим. Вытащили. Оказывается, когда бурили,
когда вытаскивали, тогда выпускали, цебы вытаскивали. Когда вытаскивали, края этих скважин сыпались. И сыпали в бетон и перемешивались. Конечно, он не работал ничего. Ну, Просто были нарушены технологии по укреплению. тогда такая была технология. Потом, значит, из Совета министров отсюда написали письмо в Газстрой СССР, чтобы разрешить оставить трубы там. Семен Семенович, я бы хотел еще отойдем от таких, может, глобальных моментов, все-таки к частным моментам. Если человек, вот обычный владелец частного дома, обнаружит, что в какой-то момент начинаются у него появляться трещины на потолке, на стенах, не дай бог, он вышел на улицу, увидел, что земля начинает как-то отходить. Какие меры он может предпринять в данной ситуации? Может ли он вообще как-то изменить эту ситуацию, либо просто есть необходимость съезжать с этого дома и обезопасить Нет, себя и есть свою случаи, когда семью? надо просто усилить, смотря что происходит там. Часто путают, когда оползень или просто качество строительства. Может быть, качество материала там и появляются трещины. Это оползень ни при чем. А когда оползень, тогда уже надо закрепить, в общем, подпорные стены. Но чаще всего, когда это уже видимая деформация, надо уходить. Но если начальная стадия, то в принципе это можно предотвратить, Может, да, конечно, можно. Главное звать специалистов. У нас сегодня в гостях был инженер, доктор геологических наук, профессор технического университета Орлов Семен Семенович. Спасибо большое, что вы нашли время, поделились своим опытом, колоссальным опытом. Вами было написано большое количество научных трудов. К сожалению, сегодня мало людей, которые могли бы воспользоваться этими трудами и могли бы достойно помогать, может быть, нам бороться с этой проблемой, ведь это проблема всей страны. Вместе с компанией «Якобс» мы вам дарим баночку кофе, чтобы по утрам пили кофе, смотрели нашу программу и получали удовольствие. Спасибо. Всего доброго. Мы движемся далее. После рекламы обещаем вернуться.